Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что ждет вас сейчас, в ближайшие минуты, часы и дни. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация для вас откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Цепочка готова. Давайте будем разбираться. Смотрите, у основания рисунка показан огромный узел. И этот узел вот-вот и развяжется, вот-вот и поддастся, вот-вот и все исправится. Вы слишком много над этим узлом колдовали, работали, пытались с ним справиться, и результат не заставит тебя долго ждать. А у вас такое состояние, вот я вижу усталость, и вы готовы просто уже отступить. Вы говорите: ой, это нереально, это невозможно. Такую проблему не решишь, либо с этой ситуацией нельзя справиться. Но вы даже подумать не можете, как близко вы к результату, как близко вы к тому, что вот раз и все, этот узел развалится, да, перестанет существовать. И еще здесь некие люди даже как-то посмеиваются над вами, скорее всего, какие-то злопыхатели, видя, насколько вам тяжело, да, вместо того, чтобы помогать, они наоборот посмеиваются. Вы знаете, смеяться хорошо будет тот, кто будет смеяться последним, а это будете вы. А они прям будут ходить с кислыми лицами. Вы им нос утрете. Всем докажете, кто вы, из какого вы теста, а им в первую очередь. Так, еще буквально вот сейчас, через час, в течение нескольких часов какая-то важная информация придет от знакомого человека. Это может быть и мужчина, и женщина. С вами свяжутся, либо к вам приедут, либо это будет телефонный разговор. Информация будет максимально приятной и такой, знаете, вдохновляющей. То есть хорошие новости, ждите хороших новостей. Буквально человек, может, уже узнал, может, вот-вот узнает и скорее попытается поделиться с вами. У вас, кстати, настроение, такой скачок настроения будет прекрасным. Как улучшается настроение, улучшается состояние. Дальше. Люди сходят с какой-то возвышенности, опускаются вниз. Возможно, встреча с каким-то лицами, которые занимают высокие посты, статус, положение, руководители, управленцы, чиновники, как будто бы к обычным людям спускаются. Вы знаете, это ваш шанс с кем-то познакомиться, поговорить, договориться и даже решить какие-то сложные вопросы. Это ваша возможность. А еще мне идет, что вы прям буквально окажетесь в нужное время, в нужном месте, да, где вот эти вот небожители, так сказать, в кавычках, сойдут на грешную землю. Главное, не стесняйтесь, не бойтесь. Вот есть ситуация, обсуждайте ее, либо есть запрос, говорите об этом. Это очень важно. Может, вы даже случайно там где-то пересечетесь со своим непосредственным либо высокостоящим начальником. Не упустите этот момент, обязательно переговорите. Так, еще с левой стороны мужчина и женщина что-то разделить не могут. Ссора, свара. Как-то вот они прям сильно разругаются. Тут и мужчина пострадает, и женщина пострадают. Большой скандал, наверное, какой-то произойдет. Выяснение отношений. Напряжение очень сильно идет. Вы знаете, мои хорошие, я скажу так. То,
чему суждено случиться, то случится. Для вас эта ситуация, наверное, будет показательной, либо даже закономерной. Да, возможно, вы уже давным-давно предсказали, что эти люди вместе не будут, и что они точно поссорятся, потому что, характеры, да, вы, наверное, изучили этих людей, либо прекрасно знаете этих людей. Вот я вижу, что все случится ровно так, как вы предсказывали, либо как вы предвидели, как вы предчувствовали. И вот вы как в очередной раз убедитесь, что вы знаете будущее, либо вы можете предугадать будущее, либо будущее от вас не скрыто, а наоборот проявлено. Вот можете читать будущее, видеть будущее. И вы знаете, это не случайность, это не совпадение, это именно какая-то закономерность, либо просто вот такой сухой факт. Вот зря вы свои сильные качества не используете. Я не буду говорить, что у вас прям ясновидение, да, вы там прям ясновидица, ясновидящий, но у кого-то прям действительно ясновидение, а у кого-то очень классная аналитическая структура мозга, да, вы можете настолько хорошо все просчитывать, имея какие-то скудные информационные данные, вы можете прям накрутить там огромную историю, да, предвидеть, просчитать там на 100 шагов вперед. То есть это ваша сила, это ваш талант, это ваша способность. И если вы будете этим пользоваться, вы не только свою жизнь улучшите, но и жизни тех людей, которые рядом окажутся. Очень многим сможете помочь. И себе, конечно же, сможете помочь. Хватит сомневаться в себе, начинайте пробовать свою силу, пробовать свой талант, свою способность. Она вам дает зеленый свет. Да? И тот, кто знает, тот впереди всех. Вот какая-то ссора произойдет, и вы скажете: точно, я же знала, я же говорила, да? Как-то так у вас это отыграется. Так, еще. Здесь вот некий человек, как будто бы из ниоткуда, как снег на голову, из такого глубокого и далекого прошлого выйдет, что вы даже и не сразу поймете, кто это такой и вообще что происходит. Мужчину показывают для женщины и женщину для мужчины. Человек, которого действительно вы очень сильно хотели забыть, и, возможно, даже у вас это практически получилось, но человек появится с каким-то разговором, с какими-то объяснениями, с запросами, с пожеланиями. Знаете, как попытается растревожить ваше сердце, но не получится. Вы к этому человеку абсолютно холодны, невосприимчивы. Я же говорю, даже не сразу вспомните, кто такой, либо кто такая. Вот прям придется напрягаться, чтобы вспомнить. Вот. Холодность и ровность идет к этому человеку. А человек почему-то надеется, что вот если вы увидите, то вы там прям в объятия упадете, все на свете простите, еще и сами прощения попросите. Какая-то, знаете, самонадеянность. Бывшая, вот как-то так мне идет. Вот как будто бы из-под земли вырос. Как будто бы вот снег, да, на голову среди жаркого лета упадет. Честно, да, не произведет впечатления. Просто вот этот элемент неожиданности, конечно, может немножко сыграть. Придется напрягаться, да, чтобы вспомнить. Вы знаете, вы полностью освободились от этих отношений, от этих чувств и от той боли, которая была вам причинена, да, этим человеком. Все, полностью освободились. И вы прям итог подводите и говорите: ой, а мне все равно. Вообще даже не сразу вспомнила. Да, это хороший знак. Знак освобождения и того, что привязки больше нет. Дальше. Вот здесь показывают странную ситуацию, где, можно сказать, что вам повезет. Можно сказать, но с натяжкой. В глазах других людей оно так и выглядит, да, что вам вот повезло по-крупному. Но я вижу и тот такой сложный путь, который вы уже проделали для того, чтобы оказаться в этой ситуации. Но тут нет, не с неба упало. Здесь была конкретная кропотливая работа, очень медленное, но уверенное продвижение. И вот, наконец-таки, вы оказались в точки старта, либо пуска. И вот поэтому, да, вы получаете, либо вы сливки снимаете, либо эту вишенку с торта забираете. Вот. А в глазах других людей будет казаться, что вам очень сильно повезло. И даже вам могут это как-то вину ставить, что, дескать, нет у тебя ничего, тебе просто повезло. Но эти люди будут неправы. Я не вижу, что просто повезло. Я вижу, что вы проделали очень долгий и тяжелый путь на самом-то деле.
Вот что-то будете принимать, получать, чем-то вас будут награждать, отмечать, поздравлять, выделять вас будут. Ну, больше, вы знаете, как награда, ресурсы. Вот такое идет. Вот не зря я сказала, что вишенка на торте. Самое вкусное вам достанется. Либо у вас будет привилегия выбирать, вот что вы себе возьмете. Вершки, корешки, как там у вас будет. Ну, да, некоторые недовольные прям в открытую будут говорить, что вы там везунчик, фартовая, что вам просто повезло, да, за красивые глаза. Но это все неправда. Просто не обращайте на эти разговоры внимания. А еще тут такое случится, кому-то будет сильно плохо и больно. Почему? Потому что лошадь сбросила. Это не вы, сразу говорю, и даже не кто-то из ваших близких и родных. Это какой-то очень противный и горделивый человек. Вот его либо ее лошадь сбросит. И человек прям кубарем летит. Ну, понятно, что побьется, наверное. И даже, возможно, что-то себе повредит. Может, не сильно, но тем не менее. А все это как-то будет происходить, ну, буквально у вас на глазах. Либо вы как раз-таки окажетесь как бы в центре информационного этого события. В информационном центре события. Вот как-то так, с первых рук, там, не знаю, там, очевидцы будут свидетельствовать, и вы все это увидите, услышите. Но это не важно, это не настолько важно. Важно, что человек упадет, а лошадь что? Будет искать нового всадника. И лошадь, кстати, надо сказать, очень даже приличная, послушная, удобная, комфортная. И почему бы и нет? Вы можете попробовать себя. Либо у кого-то как раз-таки это и есть знаковый момент, что ваш главный конкурент падает, да, и больше уже на лошадь не сядет. Вот, вам путь открылся. Хотите, берите его лошадь, хотите, на свои дальше скачите. Вот как хотите, так и поступайте. Но факт вот здесь показан, да, это произойдет. Ну, конечно, тут и другие люди могут быть желающими, но лошадь такая, знаете, не каждого на себя примет, да, либо не каждому пойдет. Вот, там прям сильно нужно будет постараться, а вам прям и стараться не надо. Вы уже уверенный наездник, всадник, и вас лошади любят. Я это вижу. Чья-то неудача станет для вас шансом и возможностью. Вот именно так показали. Дальше. Женщина окажется в каком-то логове змей. Вокруг вас одни змеи. Прям шипят, хвостами своими шевелят. Но с другой стороны, вы женщина не робкого десятка, и вас какие-то обычные змеи точно не напугают. Какую-то прям выстраиваете иерархию, то есть как-то вы о себе так громко заявите, и эти змеи, они прям послушные у ваших ног. Что вы сделаете, что вы скажете, я не могу сказать, но патовую ситуацию перевернете на благо себе. И вот прям утвердитесь в этой ситуации, скажете: теперь я хозяйка, либо я главная, все меня слушаются. И эти змеи такие: да, конечно, госпожа, как скажете, так и будет. Может, порядок наведете в каком-то женском коллективе или обществе, либо вы, возможно, как раз-таки змеелов, да, и эти змеи увидят вас и притихнут. Ну, здорово, это триумф, это вы молодец, это вы громко о себе заявите. Ну и опять же порядок будет, да, спокойствие будет. Так, еще почки показывают. Чьи-то почки могут дать о себе знать. Это прям как red flag, да, нужно бежать, проверяться. Не помню, как называется специалист, который по почкам, что-то вот как, не буду говорить, на Н, по-моему, как-то. Слово что-то вот на нефрит похожее, но не нефрит, а что-то другое. Ну, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Видите, одну почку показывают, как будто бы она увеличилась и как немножко пульсирует. Мои хорошие, я прям сильно плохого не вижу, но неприятные ощущения у кого-то могут быть. Это не для всех предсказаний, это кому-то прям точно идет. Просто нужно не игнорировать свою боль, не снимать ее обезболом, а именно идти конкретно прям проверяться, идти к специалисту, да, вот назначение получать. Но это какие-то вот прям сигналы, да, сигналы, что что-то не в порядке, либо что-то вышло, выходит из лада. Ну, по крайней мере, вот это одна почка. Неприятный момент, ну что ж, ну,
Мы не роботы, у нас у всех что-то иногда болит, да, и органы очень часто ломаются, скажем так, да, либо выходят из строя. Но современная медицина такие вопросы, да, проблемы точно решает. Так, еще вас как будто бы свыше предупреждают, чтобы вы свой шанс не упустили. Здесь какой-то небольшой шанс, но этот небольшой шанс как будто бы выведет вас на большую дорогу, на широкую большую дорогу. Но шанс вы можете упустить, просто посчитаете, что он никчемный, не заслуживает вашего внимания, что у вас более какие-то глобальные дела. Вот, ничего не упускайте. Все, что идет само, все, что будет вам предлагаться, ну вот именно хорошее, вот, обязательно берите, пользуйте. И поверьте, маленький шанс выводит вас на огромную широкую дорогу. А это очень хороший знак. Поверьте, самый лучший знак, да, когда дорога широкая, долгая, еще и открытая, да, без препятствий. Очень хороший знак, да. Так, еще вы кого-то то ли куда-то отправлять будете, то ли встречать будете. Возможны задержки, особенно если это авиатранспорт. Задержки, ну, такие приличные на самом-то деле. Но опять же, какой-то форс-мажор, либо какие-то обстоятельства. Ну, не нервничайте, да, там человека успокойте, кого вы там провожаете, либо встречаете. На самом деле, как бы все в жизни бывает, ну, как бы куда деваться. Также, если это не авиатранспорт, возможно, тоже какая-то задержка, либо техническая какая-то там неисправность. Ну, прям сильно придется подождать, но куда деваться, да, ехать-то все равно надо, либо приезжать, да, либо встречать все равно надо. Вот вы должны об этом знать. Еще показываю человека, который к стене вот так ухом припадает, да, пытается подслушивать, наверное. Высокий риск, что вас будут подслушивать. Но, скорее всего, это даже не риск, а это как факт из вашего будущего. Да, вас будут подслушивать. Опять же, подслушивать может кто угодно. Ненормальные соседи, ревнивый муж, ревнивая жена, любопытные родственники, любопытные коллеги. В общем, думайте о том, что говорите, и не говорите лишнего. Потому что человек даже, вот знаете, может не дослушать, либо неправильно услышать. И тут могут начаться расспросы, допросы и даже некие проблемы. Лучше помалкивать, либо говорить очень четко, ясно и по делу. Да, могут подслушивать. Дальше показывают сетку. Сетка. Знаете, как будто бы на людей пытаются ее набрасывать, сетями людей ловят. Там не рыбу, не креветок, а именно людей ловят сеткой. Это очень какое-то безобразное поведение, поступок такой безобразный. Но вы туда не пойдете. Вам ваша интуиция подскажет. Либо вас сама судьба отведет от этой ситуации. Но вы об этом узнаете, будете очень злы. Скажете, что происходит, что за дела-то такие, да, людей как рыбу сетками ловят. Может быть, это какая-то проверка чего-то, может, какой-то патруль, ДПС, еще что-то может быть. В общем, надо поаккуратнее. И да, избегайте массовых скоплений людей, либо прислушивайтесь к себе и к информации, которая может вот долетать от разных источников. Но вообще мне идет, что вас судьба другой дорогой поведет. То есть там, где вы должны пройти, там будут ловить людей, но вы там не пройдете. Либо сами почувствуете и развернете, пойдете в другую сторону, либо судьба вас окольным путем поведет. Ну, допустим, там опоздали, куда автобус дверь закрыл, да, либо там метро, и расстроились. И на самом деле судьба вот таким образом вас спасает, выручает, мне идет. Так, дальше. Некая прогулка у вас случится в сопровождении какого-то человека. Либо вы вместе пойдете, либо вы где-то будете идти, а человек вас догонит, там, знакомый, приятель, приятельница, и вы вместе пойдете. Внимательно слушайте, что будет говорить этот человек. Этот человек идет мне носителем какого-то глубокого специфического знания.
И человек сам не понимает, что он знает, да, насколько это ценно. И человек такой ля-ля-лю-лю, да, может просто проболтаться и эти знания вам передать. Ну, либо эту важную информацию вам передать. Вот прям внимательно слушайте, там нечто важное прозвучит. Так, высок риск телефонного мошенничества. Вот тут прям очень аккуратны будьте и предупредите детей, да, и более старшее поколение, потому что как раз-таки дети и старшие, они самые беззащитные перед мошенниками. Вот проведите накануне беседу, хотите прямо сейчас поговорите. Вот, обсудите, как будет действовать ребенок, либо взрослый человек, и если вдруг вот мошенники, да, очень хорошо потренироваться, это очень хорошо помогает. Вам-то бояться нечего, вы человек разумный, у вас интеллект он какой, у вас интуиция, но дети, либо пожилые, они в зоне риска, к сожалению, показаны. Так, еще с правой стороны. С какими-то бумагами будете разбираться. Бумаги. Это, возможно, какие-то документы, счета, может, еще что-то. Бумаг очень много. Очень много. И прям придется потратить время, вчитываться в каждый документ, либо проверять каждый документ, там, каждую букву, цифру, дату. Это очень важно. Как-то, знаете, вот ни с того ни с сего возникнет такая необходимость, да, разобраться с этими документами. Ну, либо вы кому-то будете помогать, а человек скажет, я не вижу, там, либо плохо вижу, я не понимаю, я не разбираюсь. Вот будете копаться в бумагах. Такая вот какая-то кропотливая бумажная работа. Может быть, если вы предприниматель, то вас попросят какие-то документы предоставить, либо еще что-то. Но, опять же, не переживайте. Выглядит пугающе, но на самом деле вам нечего бояться. С вашим складом ума вообще просто повнимательнее будьте. Мужчина какого-то маленького гуся домой несет. Добытчик, ой, молодец. Гусь — это хороший ресурс, прям лучше, чем курица на самом-то деле. То ли заработал, то ли, может, какая-то подработка, а может, еще каким-то другим образом раздобыл. Несет домой прям гуся. Вы знаете, очень надеется, что таким поступком, жестом что-то между вами исправится, что огромная сабля на второй план уйдет, ну, либо за спину уйдет. Да, может, конфликт какой-то произошел, либо вы ему там высказывали, что гусей домой не носишь, даже курицу не принесешь. И вот он исправляется. Да? Он, может быть, и не будет просить прощения, либо там падать на колени, умолять вас. Он именно поступками, жестами показывает, что да, я тебя услышал, да, я согласен, да, я все исправлю. Вот видишь, гуся принес. Добытчик. Это не обязательно, кстати, муж, это может быть и сын, да, внук может быть, брат может быть. Ну, фигурка мужского пола с гусем. Это хороший знак. Да, кстати, вот огромная такая сабля за спину уходит. Конфликт, может быть, даже вот что-то обидное очень сильно, претензии какие-то, да, вот оно за спину уходит. И это хороший знак. Оно еще присутствует, но уже за спину ушло, то есть не настолько сильно влияет. Ну, либо конфликт подходит к концу, либо не настолько остро все будет происходить, никто шашками махать не будет. Так, у вас тут люди, которые собираются в группы, либо какое-то собрание, может быть, не знаю, собрание на работе, собрание жильцов, какие-то курсы могут быть, может быть и собрание семейное. Люди собираются, причем, я так скажу, не у всех есть желание здесь присутствовать, да, либо участвовать в группе, либо в обсуждении, либо в мероприятии, но тем не менее соберутся все. Может быть, кто-то один только лишь не придет, но и то по очень сильно уважительной причине. Если у вас тоже не будет желания, вы с собой боритесь и обязательно идите. Если это как-то связано с семейными вопросами, то ваше мнение, оно будет решающим. Либо только лишь вы можете придумать правильный выход, да, из той или иной ситуации. Но опять же, без вас никто не справится, как соберутся, так и разойдутся. Если это на работе будет происходить, то, скорее всего, у вас есть какие-то гениальные идеи, которые не только исправят ситуацию, но и очень сильно могут изменить
да, то, что происходит, реальность могут изменить. Не молчите, не стесняйтесь. Даже если идеи кажутся глупыми, абсурдными, все равно озвучьте. Поверьте, будет фурор. Однозначно будет фурор. Ну, а если родственники, то родственники прям, показывают, выказывают свое уважение, другими глазами на вас смотрят. И это тоже очень даже неплохо. Так, здесь у вас филин, но белый. А с этой стороны у вас какая-то другая птица. Гнездо. Птица большая, гнездо маленькое. Белый филин. То, что вы скрываете от других людей. Кто-то очень сильно заинтересован. Некая женщина очень сильно заинтересовалась вашим филином. Ходит вокруг него, пытается рассмотреть. То есть либо человек что-то где-то там слышал, да, и пытается узнать правду, либо у человека, как чуйка, да, что, возможно, у вас тоже есть какие-то тайны. Я так понимаю, что у нее ничего не получится, потому что вы очень бдительный человек, и вы умеете защищать свои тайны. Не переживайте, ничего она не узнает. Походит и успокоится. А вот другая птица в маленьком гнезде. Возможно, да, какие-то разговоры по поводу расширения, по поводу смены жилья, идеи, возможно, там что-то отремонтировать, расширить, изменить, там, громоздкую мебель поменять на более стильную, компактную, да, вот какие-то такие моменты могут быть. И еще в вашем окружении некий человек может изъявить свое желание устроить свою личную жизнь. Да? Человек скажет, все, хватит. Уже налеталась, да, хочу стабильности, хочу семьи, хочу стабильных, прочных отношений. Если это какой-то человек, то это друг подруга, либо кто-то из родственников, да, к кому вы очень хорошо относитесь. Вам вообще нравится эта идея, и вы готовы помогать двумя руками за. Так, дерево. Показано небольшое дерево, но это дерево гораздо выше, чем вы. И показан человек выше, чем дерево. Некий человек постоянно подходит к дереву и буквально все с него срывает. А поскольку вы ниже, да, вам ничего не достается. Это какое-то неправильное распределение средств либо ресурсов. И достаточно такая, обидная ситуация. А теперь смотрите, зачем вы ждете, пока кто-то придет и все там яблоки соберет, допустим, условные яблоки с этого дерева. Вы же можете трясти это дерево снизу, и яблоки будут падать. И падать и вам доставаться. Смотрите, получается, что некое бездействие, либо достаточно пассивная позиция приводит к тому, что некий человек, за здорово живешь, приходит и все себе забирает. А вы можете потрясти это дерево, да, вы можете по-другому решить этот вопрос. Хватит молчать, хватит сидеть на попе ровно. Начинайте действовать. Сейчас очень хорошее время именно для действий. Не для ожидания, не для надежды, не для веры в справедливость, а именно верь в себя и действуй самостоятельно. Прям так и передают. Бери и тряси это дерево. Пусть все яблоки тебе достанутся. И не переживай, все будет хорошо. Да? Этот высокий человек, он даже если нагнется, там сильно много не насобирает. А большая часть все-таки вам достанется. И почему-то мне еще кажется, что вы за этим деревом ухаживаете. То есть вы его там поливаете, да, удобряете, а результат кто-то другой собирает. Но опять же, это происходит по вашему попустительству, да, поэтому пришло время все-таки потрясти это дерево, хватит плоды уступать другим людям. Так, ближе к венцу показан очень крошечный дракон, который кушать хочет. Кормить дракона. Вам нужно кормить дракона. Вкладываться во что-то нужно. Прям вкладываться. Не игнорировать эту ситуацию. Не откладывать в долгий ящик. Сейчас вы кормите дракона, он очень быстро растет. А в будущем он уже вас будет на себе возить. Да? Это хороший знак. Можно и нужно вложиться в свой будущий успех, даже игнорируя какие-то другие, скажем так, обстоятельства. Сейчас очень хорошее время именно вкладываться в то, что приведет вас к успеху.
именно конкретно к успеху. И еще здесь показан камень, но камень пустой. Это всего лишь оболочка, либо это муляж. И этот камень не должен вас напугать. Вы и не с такими камнями справлялись. Вы и не такие горы брали. Вы можете застыть перед каким-то ненастоящим камнем. Сказать, что ой, там камень, я не пойду, дорога закрыта. Нет, так думать нельзя и так поступать нельзя. Если увидите камень, да, подойдите и попробуйте, что это такое. И 100% это будет не камень, и это просто какой-то муляж, не знаю, какая-то фигурка, ну, либо, не знаю, мираж, да, оптический обман зрения. Вот. Пусть этот камень вас не напугает и не остановит на выбранном пути. Вот камень не настоящий, вы точно с ним справитесь. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.